Дорогие студенты, дорогие преподаватели, надо сначала немножко уточнение провести, потому что сегодня не день принятия Конституции, а Конституцию принимали 27 в апреле апреля. месяца 1992 года, а сегодня мы принимали в 90 году декларацию о государственном суверенитете нашей республики. Можно сказать, что если делать небольшой экскурс в прошлое, да, то можно сказать, что наша Якутия в начале 20 века была безграмотной, об этом вы знаете. Об этом с горечью говорил Алексей Алексеевич Колоковский, говоря о том, что у нас слепило и хромых больше, чем грамотных. И вот благодаря мудрой, дальновидной, системной политике первого президента Михаила Николаева наша республика на рубеже 2 столетий и 2 тысячелетий удивила мир своими человеческими качествами, образованностью, оптимизмом, способностью жить в сложном мире и в гармонии с природой. Но эта реальность не пришла само собой. Были отдельные личности из нашей далекой Якутии, которые в свое время засияли, как северная полярная звезда на нашем северном небосклоне. Так, славный внук Тывына Дархана Мазыр Мазыков в 1676 и в 1679 году дважды ездил в Москву к русскому царю. И там, добиваясь приема, он докладывал о бедственном положении нашего Якутского края. Также в 1680 году князец Мегинский Чугун Бодоев тоже прибыл в Москву, затрачивая пути несколько месяцев, и доложил царю то же самое. Потом, что странно, что ваш князь Хангаласский, он встретился в Санкт-Петербурге с Екатериной II и доложил о бедственном положении якутов. И так называемым он провел такую политику, чтобы Российская империя создавала более лучшие условия для нашего северного края. Тоже ваш представитель Хангаласского улуса Шадрин Илья Максимович был напрямую у 3 российских императоров. Это единственный якут в то время. У 3 российских императоров. Екатерины II, Павла I и Александра I. Поэтому в этот день, славный день нашей декларации, нашего суверенитета, мы должны благодарить Хангаласский улус за этих ваших славных сыновей, которые стояли на истоках государственности нашего северного края. Потом в начале 20 века на арену выходит Алексей Алексеевич Колоковский, этнограф, писатель, философ, общественный деятель. И он оставил заветы, чтобы наша Якутия навсегда связала свою судьбу с великим русским народом. И чтобы наша Якутия интегрировалась в цивилизацию, чтобы выйти на авангард развития других народов. Потом наступает 22 год.
Якутия получает автономию. Это, конечно, была большой победой вот, в общественно-политической жизни нашей республики. Благодаря Амосову, вот, Юрскому, Бараху Сидору и другим их соратникам. Но все же эта автономия была урезанной, усеченной. Почему? Потому что у этой автономии не было собственности и не было всей полноты власти. И вот наступает 90-й год. Совершенно другие времена наступают. Идет экономическое и политическое переустройство России. И наш Михаил Ефимович Николаев, уже будучи председателем Верховного Совета нашей республики, он очень храбро и смело ставит на первом съезде народных депутатов Российской Федерации в 90-м году о том, что пора менять вот статус автономных республик и передать им действительно равноправные национальные, территориальные возможности, чтобы не было никаких делений народов на ранги. Потом через год он в своем выступлении тоже 31 год тому назад говорит, что в этот драматический период жизни российского государства Якутия, считая себя частью России и как республика, она всегда остается в составе единой, неделимой России. Вот это великие заветы, великие слова, которые были там сказаны, Михаил Ефимович за все эти 30 лет проводил последовательно и постоянно. В общем-то, можно сказать, что в 90-м году я как депутат Верховного Совета тогдашнего, это уже 33 года прошло, в очень бурных дискуссиях, дебатах мы приняли декларацию о государственном суверенитете. Очень больших споров. Особенно усердствовали вот, депутаты из Западной Украины, вернее, Якутии. Да. Там, значит, были такие депутаты, как Баткунов, Богуславский, Маренный и другие, которые при определенных условиях хотели бы отколоть Западную Якутию от Республики Саха-Якутия. Но в комитетах и в кулуарных беседах была проведена очень большая работа, и этим депутатам был отдан очень сильный отпор. И наша республика в своих сегодня обозримых границах осталась незыблемой. И там мы приняли такую запись, постулат такой приняли. Земля, недра и их богатство, воды, леса, растительный и животный мир, воздушное пространство, другие природные ресурсы, континентальный шельф являются собственностью республики и неотъемлемым достоянием народов Республики Саха-Якутия. И первые шаги, которые, значит, делал Михаил Ефимович, были очень последовательны, системно. Впервые после принятия декларации мы приняли закон о статусе Якутской ССР. Этот статус давал нам верховенство наших законов и госуправление на нашей территории. Потом был принят закон о собственности Республики Саха-Якутия. В 90-м году был издан указ президента Российской Федерации Бориса Ельцина о полномочиях Якутской ССР в использовании природных ресурсов. Это, надо сказать, очень ответственные и
генеральное, что ли, предписание для нашей Якутии. Все разрабатываемые, все разведанные и утвержденные запасы золота, нефти, газа, алмаза считались собственностью Республики Саха-Якутия. И благодаря вот этому закону 20% вот, добываемых южных алмазов оставались, вернее, продавались по своей себестоимости. Это очень хорошо. 10% добываемого золота тоже по своей себестоимости покупала наша республика. Если другие субъекты, другие регионы в это время испытывали очень большие трудности, но в 90-м году, благодаря усилиям Михаила Ефимовича, было принято постановление Совета министров Российской Федерации об экономической самостоятельности Якутской Саха-ССР в условиях перехода на рыночные отношения. Что это постановление давало нам? Конкретно мы в тот же год, в 90-м году, получили от Росрезерва 3000 тонн мяса и 1800 тонн масла. Это тогда время было очень ощутимой помощью. Михаил Ефимович смотрел в корень. Он всегда говорил, как когда-то великий английский король Альфред, что государство сильно только тогда, когда оно опирается на знания, на образование. И действительно, в то время Англия, сегодня имеющая вот 1,3 раза потерпим меньше, чем наш Оленевский район, много столетий Англия была как бы владыкой всего мира и собрала себе всю банковскую систему мира. Это благодаря чему? Благодаря образованию и просвещению. И в то время вот короли Англии построили 1000 лет тому назад Оксфордский и Кембриджский университеты. Подобно этому наш президент Михаил Николаев вот в Актемсах построил сначала Ленский край, потом лицей, а сейчас построена вот Малая академия наук. Это тоже в сельской местности, недалеко от нашей столицы. Это как бы новый, молодой научный центр нашей республики. Если, вот привести такой пример, если Нобелевская премия вручалась с 1901 года, и за все это время, по сегодняшний день, Советский Союз и Россия имеют около 30 лауреатов Нобелевской премии, то из Англии, только из выпускников Оксфордского и Кембриджского университета 148 лауреатов Нобелевской премии. Удивительно радость. Потому что кто раньше начал делать акцент на образование, тот, конечно, выскочил вперед, а кто на это не придавал значения, скажем, мы всегда оставались в конце. Я мог бы, конечно, очень много говорить, но я много говорить не буду, уже заканчиваю. Михаил Ефимович в 1992 году создал своим указом Центр по подготовке кадров за пределами Республики Саха-Якутия. И директором назначил меня тогда, в 1992 году. Я, в общем-то, как говорится, работал там более 10 лет. И в конце концов мы, как говорится, имели договорные отношения с 350
учебными заведениями, в основном высшими учебными заведениями России, стран СНГ и дальнего зарубежья, где ежегодно обучались 4500 студентов и аспирантов. Вот. Мои ученики вот сидят, скажем, Вася Павлов. Мы его учили 7 лет в Англии. Он блестяще окончил Московский госуниверситет, а потом поступил в Лидский университет в Англии. Защитил там докторской диссертации, доктор философии на английском языке. Вот Сергей Валентинович Попов в Турцию, я его обучал. Их много, тех, которые там обучали. Ну, так много было ребят, которые... И сейчас очень много, которые учились через департамент по подготовке. Нынешний, скажем, вот, президент Алроса Марлычев тоже является выпускником нашего департамента. Мы его учили в Новосибирске в Институте управления и экономики. Ну и другие хозяйственные. Очень много заместителей председателей правительства, очень много министров, в том числе сегодня вот министр, скажем, дорожного хозяйства и транспорта, вот, Сивцев Владимир Михайлович, еще ряд министров других. Мы очень много обучали ученых, аспирантов, вот, скажем, такие доктора наук, как Винокуров Михаил Михайлович, Алексея Любовь Леонидовна, Колбанова Елена Семеновна, Донская Ариадна Андреевна, Игнатьев Виктор Георгиевич, Пашин Геннадий Алексеевич, да и многие другие. Вот это доктора наук, только я говорю, обучались через наш департамент. Когда Михаил Ефимович строил медцентр, мы по совместству с ним вели предварительную подготовку медработников, врачей для работы с очень такой сложной медицинской аппаратурой. И до сих пор эти специалисты, врачи, работают вот, в масштабе нашей республики. Скажем, тоже почти ваш земляк из Небегинца, Жирков Станислав Николаевич, генеральный директор медцентра, тоже наш выпускник нашего департамента. И так далее. Сколько угодно можно почитать. То, что вы здесь открыт филиал, это хорошо, это была тоже идея Михаила Ильича Николаева, его идея открыть в Лекиминске филиал вот, Якутской сельхозакадемии, его идея открывать филиал Якутского университета в Мирном и Нюрнберге, его идея открыть спортивные физкультуры. Мы исполнители, сколько раз мы бегали там и в Москве, и где угодно. Вот, сложно было. Мы организовали вот в Якутске многоуровневый вуз, Якутский государственный технический институт. Это бывший профтехколледж, которым руководил очень способный педагог Николай Григорьевич Худолей. Мы организовали институт математики, институт физкультуры при Якутском университете, пединститут организовали и так далее. Короче говоря, уже в течение 10 лет мы удвоили количество студентов Якутского госуниверситета, почти удвоили количество студентов Якутской хозакадемии и так далее. Поэтому я должен говорить, что Михаил Ефимович совершил просто героический подвиг, чтобы, знаете, наша молодежь была образованной, культурной, чтобы она наравне с другими народами могла бы где угодно работать, жить и творить. Я должен сказать, один пример приведу. Только в 1997 году по линии нашего департамента Московский государственный университет имени Ломоносова поступили 45 человек. Из них 23 через наш департамент,
а 22 человека через учебно-консультационный пункт Нюрнберге. В это время я привел сравнительный анализ. От Башкортостана 28 человек поступили, от Удмуртии и в Чувашии по 15 человек, от Татарстана 11 человек, от Карелии 6 человек, от Дагестана 6 человек, а от Республики Саха-Якутия 45 человек. Если раньше в Бауманку поступали по 1, 2, 3 человека в год, то в иные годы через наш департамент в Бауманку поступали 35-20 тысяч человек. Был сделан большой прорыв в подготовке кадров. Когда было слыхано, что наши якутские студенты обучались в Соединенных Штатах Америки, в Московском университете, в Рождественском университете, в Бейлорском университете, в Орегонском университете, да и в других, в Фербенском университете, в Анкорежском университете. Очень много обучались. И сейчас якутская молодежь получает такое образование, они живут и работают во всех уголках земного шара. Вот, в конце концов, можно было, конечно, говорить, но вот ребята скажут. В общем-то, я хотел бы вот что сказать в адрес наших филиалов всех академий. Очень много выпускает наш сельхозинститут, раньше сельхозинститут был, потом сельхозакадемия, сейчас сельхозуниверситет, да, очень много кончает. Но в основном в северных районах, да и в центральных районах, в сельской местности не хватает специалистов. Все как-то получают диплом, получают образование высшее, специально получают, но как-то оседает вокруг города Якутска. Поэтому я хочу пожелать вам, всем студентам и аспирантам вот нашего филиала, чтобы вы, раз уж поступили в сельхозуниверситет, вы должны посвятить свою жизнь, вот, свою судьбу сельским населением. Вас там ждут. Вы только можете поднять наше родное сельское хозяйство. Спасибо.